السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتان كنتي رستم ومستس كويت شادو قينت طيب هيش عش محمد وج تيمور إيش بتريق وعدا غلي مستس كويت نسبة قن بلغ اشتقيت كشن جيت أسأل والسا هونغو أرو على تشيخ ترديش رستم السلام عليكم. وعليكم السلام. بديك يا خلها قمودو وقبلاي يقدر معنا شليلة شنو؟ der oerbaars dat al jullie steken eens hoezen huis als hij ze boedok hij ze uit hoezen na oosten die waar geleden sa preel minut wist geleden eerst eens herbelgs or oester predaz als dikje oester deze stuurhout Дегин, да. mel Ну, определенное количество ходить, да. maslahar peyzaj خلي يشيتها И уже разрешать. يا دايل كنيه اها قيتي قي هرسن قطع ما يرى ما أتش أضعوت يا يجيم أها يا إذا هو ديال هرج أو خلو شوارانسا دمار تقيش تهوتي قيتع يقوي روعات هوي يم سانس намерение. عشان نبدو بها نودا يصير شا خدوها تنسى سست يعني تحكم بدي تي راق أوبشت ستوا جامعة شو تي نقصوني مثلا شيء في كوشي يعني هذا يجيت لك هم هندو جمهوري بلا سوري Это экспериментер социальный. أها ده هو إكسبيرمنتات إذا نق. Фотоматериалах для царна. أها فوتوماتيريال بايع Зимом соу, но дела какие не школ, там билуш беш. Цена штхайта, да. Начался и фотоматериал судухаз. Фотоматериал с Боба Вэлч. Изначально я начал буквально переписывать фотографию. Так, все. Тажим Ханович, ну я понял, что это люди нуждаются в картинах. Она здесь тем союз развивать еще. Картин был худу. Ну, это детям дух худу сега. А дочь алайтус вообще что такое картина? Картина это не буквальный перенос на полотно, либо объект, или сюжет, или. То есть картина это собрание фотоматериалов, или эти учишь, но главное у тебя должна быть задача, пейзаж бияца, пейзаж лахархум хит, сабоча. Пейзаж он лахархум датсун дальше. Пейзаж это уже колел жанр ялуду дукан. Из очень разносторонний жанр жанр дуку школа школа за рубежом, Барбизонская школа, так, Гудзонская школа была. То есть это были группы художников, у которых были определенные принципы написания пейзажей. Например, если взять Гудзонскую школу, основатели были Альберт Бирштадт и еще немцы больше. Нет, они как бы соединили романтизм и реализм воедино. И еще у них были определенные принципы написания пейзажа. То есть они играли со светом. Если ты в принцип шиш, в школе ще принцип шиш, духян дюн хайвол жан сунде. Я советую делать картины. Всегда он, если этюд делано, его мастерское чухали, а него этюд йокера, это не картина.
для картины должна быть идея, пейзаж бияца. Например, возьмем Шишкина, да? Ну, надо войш мой, ну, например, рожь. Не было же такого места, как на картине. Да. Хотя это пейзаж, да, сказалось Да. бы. Вот слишком упростительный художник, само слово пейзаж. А для таких художников это был серьезный подход в Лоцерис. Да. И они доказали пейзаж и жанр, что это очень сильный жанр со своими именно картинами, а не этюдами. Да, вот этот рожь, например, почему она такая известная стала? Почему? Потому что художник сделал много работы. Он подготавливал, например, делал этюды, делал зарисовки и работал над композицией, чтобы зрителя вести, духом, штукцика. Поэтому я думаю, вот к картине должен быть серьезный подход. Надо переходить на картины. А насчет фотографии есть разные мнения. Например, если художник с фотографией рисует, типа он как бы не художник или не знаю, типа, зависит от кто и как использует фотографию. Дальше. Раньше этих фотоаппаратов, проекторов, я уже сказал, да? Но художники и то прибегали к каким-то камера обскур. Да, Использовал Вермеер, например, да, совершенно верно. Например, вот эти сюжетные картины большие, тебя одмашнешь, они же не сразу сходу их, они сперва делали эскизы, подготавливали этюды, потом соединяли эти бумаги на большие форматы, то есть под холсты, и точно рисунок переводили на холст. На холсте они не рисовали, то есть они потом уже занимались, то есть картина уже дальше, потому что если бы у него тогда была бы такая возможность, например, фотоаппарат или проектор, они использовали бы. Но не надо на это смотреть, как бы художник там использует какие-то инструменты. Инструменты все они хороши. Зависит, как ты их используешь. Вот, фотография очень надо осторожно, для начинающих, я говорю, фотография очень обманывает глаз. Фотоаппарат, он не может, например, определить тональные отношения, там, цветовые какие-то решения. Это уже художник сам должен делать. То есть фотография тебе служит как рисунок и определенный эпизод, правильность рисунка там. Например, если мне надо какое-то горное место написать, определенное место, Николай Халилис, Майст Халилис, у меня нету там, например, этюд описан, Хасахан, Яц, почему бы не использовать фотоаппарат? Да. Но у тебя задача должна быть не так изобразить, например, как на фотографии. Ты, например, берешь вечер, или утро, рассвет, или лунную ночь. Как сбор материала для определенной работы. Ни в коем случае буквально переносить нельзя. А то это и не живопись будет, и не фотографии. И очень обрадовать, что не пойдут.